Продолжаем эфир новостями к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главных темах. 6000 машин в сутки. Такую пропускную способность прогнозируют Ленскому мосту после его ввода в эксплуатацию. Преподавателей Алекминского района ознакомили с основными решениями январского совещания преподавателей. Мероприятие прошло в смешанном формате. Учебные учреждения Кандыги возвращаются к очному формату. В аудиторию пришли и студенты горно-геологического техникума. Пропускная способность Ленского моста в Якутии составит до 6000 машин в сутки. Проезд для легковых автомобилей будет бесплатным. Об этом в ходе программы «Якутия Лайф» сообщил исполняющий обязанности первого зампредседателя правительства республики Дмитрий Берников. Что касается взимания платы за проезд с грузовых автомобилей, то этот вопрос рассматривается. Ближе к концу строительства моста все тарифы будут доведены. С вводом моста транспортная доступность вырастет с 20% до 83-90%. Также Берников отметил, что если заложить конструкцию под будущее железнодорожное полотно, стоимость проекта повысится в 1,5 раза. Число местных жителей, привлеченных на работы по строительству Ленского моста в республике, составит до 70%. Об этом также сообщил Дмитрий Берников. По его словам, с партнерами заключено соглашение, согласно которому они обязуются привлекать к работам свыше 2/3 местных жителей. Сейчас со стороны подрядчиков и партнеров готовятся предложения по перечню специальностей, которые будут востребованы. Первый этап проекта строительства предполагает участие на стройплощадке до 500 работников. На втором этапе количество привлеченных рабочих составит до 2200 человек. Отныне Арктика стала ближе туристам. Согласно приказу ФСБ России, теперь пограничная зона установлена в пределах только Медвежьих островов, Новосибирских островов и острова Песчаного. То есть для посещения, к примеру, Тикси больше не нужно оформлять пропуск. Раньше эта процедура занимала до 30 дней. Напомним, что с 2006 года погранзона была установлена в прилегающих к морскому побережью населенных пунктах Анабарского, Нижнеколымского, Алайховского, Устьянского, Булунского районов. И вот спустя 15 лет приказ утратил силу. Согласно последней информации оперативного штаба Якутии, за минувшие сутки выявлено 80 новых случаев коронавирусной инфекции. В Якутске 33, Мирнинский район 16, Усть-Майский 6, Алданский, Нерюнгринский, Тампонский по 5 случаев, Ленский и Эвено-Бытантайский по 3. Еще в 3 районах по 1 и 2 случая. За сутки лабораториями региона проведено чуть более 2200 исследований на коронавирус. В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки, свою деятельность представила кафедра пищевых технологий и индустрии питания Арктического государственного университета. Студенты ведут исследовательскую деятельность по 2 направлениям, одним из которых является разработка молочной продукции. Виктория Федорова продолжит. Студенты и преподаватели кафедры пищевых технологий и индустрии питания разрабатывают методы и приемы, направленные на сохранение и улучшение качества молочной продукции. В настоящее время кафедра сотрудничает со многими ведущими сельхозпотребительскими кооперативами республики. Разрабатываем технологии, которые позволяют решить предприятиям их какие-то насущные проблемы и расширить ассортимент. Конечно, главная задача любого производителя – спрос на рынке и узнаваемость среди потребителей. Всегда во всех научных изысканиях, во всех работах в первую очередь, конечно, нужно решать проблемы, которые проблемы потребительского спроса. Да, потому что если продукция не будет востребована у потребителей, да, то она, значит, никому и не нужна. Это один из кисломолочных продуктов, который производится здесь, совместно с одним из местных СКПК. По мнению Туяны Нембуевны, потребление молочных продуктов может быть ежедневным, но при этом особое внимание нужно уделить качеству выбираемого продукта. Большой удельный вес в разработке вот этих вот наших продуктов занимают продукты именно биотического направления. Значит, это продукты, которые способствуют нормализации микрофлоры человека, да, и способствуют повышению его иммунитета.
Новые биотехнологии успели зарекомендовать себя на местном рынке. Сегодня производители молочки сами предлагают ученым сотрудничество. И кафедра начинает продумывать новые разработки, уже исходя из поступивших заявок. Похвально, что во всем процессе активно принимают участие и будущие технологи, студенты и магистры. Виктория Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Ознакомить педагогов и руководителей Алекминского района с основными посылами январского совещания образования пришлось в новом формате. В зале присутствовало менее половины, остальные были онлайн. Тем не менее, самые важные вопросы и доклады смогли обсудить и по ту сторону мониторов. Елена Фаст продолжит. Основной упор в образовании на этот день – качество. Понятно, что 2020 год выдался более чем непростым, тем более важным становится полноценное обучение с высоким качеством знаний. Немалое значение имеют и условия. Опять же, на сегодня строятся дошкольные учреждения нового типа, оснащаются школы. В прошлом году у нас был введен детский сад в селе Инкюр, как вы все знаете, на 50 мест. В этом году у нас уже идет строительство детского сада на 240 мест в городе Алекминске. Ну и в перспективе у нас также строительство объектов образования. Совместно с администрацией района мы эти вопросы обсуждаем и решаем. Качество – это что и как получает ученик. В каждой школе свои особенности. В Клахе давно широко применяются новые технологии и методы. Работает мастерская инновационного производства «Сатабыл», где мы выпускаем различную продукцию. Закупили фрезерный станок с числовым программным управлением и на заказ у населения делаем различные заказы. Да? В завершении мероприятия прошло награждение из рук в руки. Заслуженные грамоты смогли получить лишь некоторые. Большая часть лишь визуально порадовалась дружным аплодисментам. Большие совещания только так. Пока ограничения в силе. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. А в Хандаге в горно-геологическом техникуме со второго семестра у студентов всех курсов возобновился очный формат обучения. Как проходило возвращение к традиционному процессу, знает наша коллега. И студенты, и преподаватели одинаково рады снятию ограничений и отмене удаленного режима. Они отмечают, что в домашних условиях сложнее заниматься, особенно выполнять практические и лабораторные работы. На дистанционном обучении было очень сложно учиться, так как у меня дома были проблемы с интернетом. А сейчас на очном обучении, как сказать, эмоции только положительные. Встреча с друзьями, встреча с преподавателями, живое общение. На удаленке студенты горно-геологического техникума находились с марта прошлого года. В сентябре за парты смогли сесть только первокурсники, но с 30 октября были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения. С 8 февраля они вновь возвратились в техникум. Очное обучение в техникуме началось поэтапно. С 25 января приступили 3-4 курсы, с 1 февраля вторые курсы, с 8 февраля уже первые курсы. Я очень рада, что студенты наконец приехали, что у нас началось очное обучение. Посещаемость студентов в моей группе 60-70%, а в других группах уже 100%. Сейчас вот начали учебу очно, приехали в общежитие и этим рады, потому что мы до Нового года учились дистанционно. Ну тут проживали мы, но дистанционно было все это. Как и во всех учебных заведениях, в горно-геологическом техникуме поселка Хандага строго придерживаются санитарно-эпидемиологических мер. Это и дезинфекция помещений, масочный режим, утренняя фильтрация. Организация учебного процесса, питание, проживание в общежитии организовано в соответствии с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора. И на сегодняшний день у нас идет работа по вакцинации студентов и сотрудников техникума. Теперь важно, чтобы ребята продолжили обучение без провалов, перерывов и удачно завершили учебный год. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандага, Тампонский район. Национальная вещательная компания «Саха» объявляет проект «Кубок НВК». В соревновании по 12 национальным видам спорта могут участвовать команды из населенных пунктов с количеством жителей не выше 1000 человек.
В команде должны быть глава наслега или заместитель главы и 3 мужчины по 3 возрастным категориям. Заявки на участие принимают до 25 февраля. Ну а турнир начнется с 1 марта в спорткомплексе «Мадун» в Якутске. Мероприятия будут транслировать в эфире телеканала НВК «Саха» и «Мамонт». С условием кубка можно подробно ознакомиться на сайте НВК онлайн. Есть там ограничения мастерам спорта и кандидатов в мастера спорта. Их участие не разрешается. По всем вопросам можно на сайте посмотреть наше положение соревнований. И там указан телефон. И где отправлять заявки, все там указано, электронной почтой отправляем. Все делается дистанционно. IT-центр Хангаласского района выпустил мобильное приложение для прослушивания якутских песен и радиостанций. Оно называется Skylark Music. Референсом стали такие популярные музыкальные сервисы, как Apple Music и Яндекс.Музыка. Подробности расскажет наш корреспондент Виолетта Засимова. Мобильное приложение Skylark Music разрабатывали в целях популяризации якутской музыки и якутского языка в целом. Работа над ним велась в течение полугода. Слово Skylark в названии приложения переводится как «жаворонок». Приложение уже рабочее, оно доступно на Play Market пока. В скором времени ожидается выход на iOS, на айфоны, да? Сейчас музыкальная библиотека приложения состоит из более чем 4000 песен на якутском языке. Каждую песню можно загрузить в свой плейлист и слушать в офлайн режиме. Также пользователи могут прослушивать такие радиостанции, как Т-Тим, Виктория, Европа Плюс и так далее. Приложение платное, стоимость ежемесячной подписки 99 рублей. Но у него есть пробный период 14 дней. То есть пользователи могут сначала пробно послушать 2 недели, затем по истечении этого тестового периода они уже оплачивают подписку. Все песни в приложении являются оригинальными, загружаются из открытых источников, а также по желанию и просьбе самих исполнителей. Все права защищены, действует договор оферты. Мы хотим именно самодеятельных композиторов и музыкантов, певцов пригласить, чтобы они отправили нам свои песни и уже вышли в ротацию. Музыкальное приложение Skylark Music будет постоянно обновляться по мере добавления новых песен и радиостанций. Ожидается, что пользователям будут доступны улусные онлайн-радиостанции. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. На этом мы завершаем выпуск новостей, но далее вас ждет много важной и актуальной информации, так что не переключайтесь.